Праздник продолжился в Пионерском парке. Здесь организовали Остинское подворье и праздничный концерт. Мероприятие посетил глава государства Алан Гаглов и прибывшие на праздник делегации из дружественных республик. Гостей по традиции встретили с 3 пирогами и чашей пива. Оше барак бунта, ирестун история, олхоттар боззойчуст. Ама мохма усескост, мохна барак бунта кунна рухканам, мохна кохшафтл кушинканам, мохна хистартам бузнек кужурам, вадудун дар сумбун канджиста хохам кохшафта. Мастерство остинских танцев и песен перед гостями показали национальные коллективы районов республики. Глава администрации города Ромео Хугаев по остинским традициям поприветствовал гостей и показал блюда, которые с древних времен готовили наши предки, но в современном мире потеряли свою актуальность. Это из пророщенной пшеницы. Затен, калуам, мисен – это исконно остинские блюда в современном мире уже готовят нечасто, поэтому со стороны гостей к ним было проявлено особое внимание. Осетинские подворья всегда привлекали большое количество гостей. И даже сегодня, несмотря на непогоду, их было немало. Каждый район республики представил свои национальные угощения. Столы буквально ломились от разнообразия блюд. Остинские пироги, дзыка, соленья, свежевыпеченный ароматный хлеб. Каждый мог попробовать и оценить блюдо на вкус. Каждое подворье встречало гостей по-особенному, и каждый район по-своему удивлял. Например, Лениногорский район славится не только пивом из высокогорной кельтской пивоварни, но и домашним осетинским, который готовится в каждом доме. На празднике было много гостей, среди них казачья бригада «Днепр», участники специальной военной операции. Остинская земля очень гостеприимная земля, здесь очень вкусные продукты натуральные. Это вот всем ребятам нашим, кто у нас приехало 13 человек, все боевые парни, все ветераны боевых действий приехали сегодня поддержать, поздравить. Алан Гаглоев и гости уделили внимание каждому подворью. После посетили ярмарку декоративно-прикладного искусства. Здесь были выставлены работы более 80 мастеров со всей республики. Принимают участие 82 мастера-умельцев. Такого количества у нас никогда не было. Появились новые виды искусства. Это изделия из смолы. Я впервые видела это. У нас очень много новых участников. Особое внимание привлекли работы детей, воспитанников станции юных техников. Самая маленькая участница ярмарки, ученица 2 класса, изготавливает браслеты из бисера. Президент приобрел у юной мастерицы изделия, одну из которых подарил маленькой покупательнице. На выставке были представлены уникальные работы из дерева, смолы, бисера, вязаные вещи, игрушки. Остинские подворья и ярмарка декоративно-прикладного искусства радовали посетителей целый день. Стелла Бязарова, Арнуль Харибов, Владислав Пащенко, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня.